Всем привет! В эти выходные открылся портал в ад. Это не мои слова, но ярко иллюстрирует, что произошло. Более 20 гражданских активистов, политиков, блогеров подверглись обыску и арестованы. Подло так, в выходные, когда все отдыхали. Вы сначала покажите документ. атайдын баарын эме атат. Кан аргументтер пикирлерден эч качан тайбайбыз. Темпероват кыргыздыкы, темпероват кыргыздыкы калыш керек. Мен булардын камагын токпойм деп дайым айтып келатам. Бул адвокатка киришпейм атам, адвокат болсун. Мыйзам чейинде жашаган адамдарбыз. Апа, телефон берем. Апарат нельзя. Им всем вменяется организация массовых беспорядков, но в ходе обыска никаких доказательств не было обнаружено, кроме обсуждения организации митингов и протестов, что, впрочем, не преступление и наше конституционное право. Почему наша власть все время бывает продажной? Почему все время выбираем продажную власть? Поэтому сейчас один момент. Всемасштабный митинг, башка Ленин, Давайте вот этот момент еще раз. Один момент. Всемасштабный митинг, башка. Даже не будучи специалистом, мы можем заметить склейку или монтаж. И еще раз. Один момент. Всемасштабный митинг, башка. И никто не признается, что эти записи будут доказательством в суде. Но Госканал уже публикует непонятно чью смонтированную запись. И еще раз послушаем склейку. Один момент. Всемасштабный митинг. Как всегда, ушаки, подставы, ложь. Ничего удивительного. Все это в духе нынешней власти. Просто сравните безобидную речь на непонятной записи с тем, что говорил в свое время Ташиев. Керек болса, Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына, эмне үчүн биз бул жерге 10 000 адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен. Эмне үчүн биз бул жерге 20 000 адамды топтойбуз, анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен. Андай эмес. Керек болса, кана 20 000 чыгабы, мени менен башка азыр барып туруп бийликти алабыз. Вот тут хотя бы есть признаки призыва к захвату власти. Но задержанных в воскресенье арестовали не за призывы, а за организацию массовых беспорядков. Давайте вместе прочитаем 278 статью. Статья 278. Массовые беспорядки. Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказание вооруженного сопротивления представителя власти. Где все это? Где разговоры о насилии, уничтожении имущества? Где огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества? Ничего этого нет. Просто желание властей закрыть всем рты по одной теме. Все задержанные либо входили в комитет по защите Кемпирабада, либо высказывались против передачи водохранилища. И в продолжение, через Министерство культуры на 2 месяца блокируется в Кыргызстане сайт Азаттыка. И вот их последняя передача перед блокировкой. Кыргызстан менен Өзбекстан жер алмаш аркылуу чек араны биротоло чечүү аракетин көрүүдө. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19 000 гектардан ашуун жер алып, ордуна өзгөндөгү Кемпирабад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жерди бере турганын ачык жарыялады. Рекомендую посмотреть передачу, ссылка в описании, и увидеть, какую территорию Кыргызстан может потерять из-за спорного соглашения. И это только начало. Если вы считаете, что мы занимаемся общественно значимым делом, вам нравятся наши выпуски, и вы считаете их необходимыми и полезными для страны, то прошу вас подписаться на Patreon и поддержать нас. Итак, продолжаем выпуск. Кратко об этом соглашении по водохранилищу Кемпирабад. Самое главное, мы не видели протокол. Мы можем судить об этом из высказываний Джапарова и Ташиева. В последнем заявлении Садыра Джапарова становится все ясно. Если упираться в исторические архивные документы, то плотина была возведена в 1965 году узбекской стороной. Мы не вкладывали туда ни копейки.
А взамен участка, который остался под водой, узбекская сторона еще в 1965 году отдала нам 4127 гектаров земли в приграничных районах Баткена, Аша и Джалалабада. Исходя из этого, можно сказать, что та земля размером в 4127 гектаров, которая находится под водохранилищем, уже тогда перешла узбекской стороне. А сейчас провокаторы кричат, мол, это мы отдали эту землю. В свою очередь, мы на тех землях, которые получили взамен, построили дома, использовали в качестве сельхозугодий и по-прежнему пользуемся этими землями. Этому свидетельствуют архивные документы. То есть первое лицо Кыргызстана считает, что земля под водохранилищем Кемпир-Абад принадлежит Узбекистану, и мы на него не претендуем. Но теперь прочитаем, что говорил про это сам непосредственный участник всех соглашений во времена строительства Кемпир-Абада. Турдакун Усубалиев возглавлял Кыргызстан при Советском Союзе 24 года. Еще в 2004 году он написал книгу «Вода дороже злата». Турдакун Усубалиев с 1961 года по 1985 годы первый секретарь ЦК КП Кыргызской ССР. Более 5000 гектар плодородных земель Узгенского района, затопленных чашей Андижанского водохранилища, является территорией Кыргызстана. О том, чтобы признать эту территорию узбекистанской, не было и речи. На этот счет не имеется законодательных актов ни Верховного Совета Кыргызской Республики, ни тогдашнего Верховного Совета СССР. Их не было, их и быть не могло. Строили водохранилища для нужд Узбекистана на территориях Кыргызстана в порядке добрососедской помощи, в порядке взаимовыручки. Провластные тролли, да и сам президент манипулируют, а соответственно обманывают, врут. Можно назвать как угодно. В книге Турдакуна Усубалиева представлены документы по строительству Кемпир-Абадского водохранилища. И ни в одном из них нет речи об обмене или передаче, есть только слово «компенсация». Компенсация – вознаграждение за что-либо, возмещение. То есть мы выяснили, что Узбекистану землю не отдавали, а Узбекистан давал нам землю в качестве компенсации или вознаграждения. Давайте посмотрим, какую часть территории власти хотят передать Узбекистану. Итак, землю Кемпир-Абада Узбекистану мы отдаем, по словам Ташиева, по 900-й горизонтали. Мы использовали QGIS для того, чтобы посмотреть, какую часть земли мы отдаем. Мы специально прорисовали 900-ю горизонталь. Что мы видим? Что 900-я горизонталь проходит впритык к селу Кызыл-Октябрь, Правда и Алга. С севера граница Узбекистана в этом случае упирается в села Ана-Кызыл и Кызыл-Арман. Нам не показывают сам протокол, при этом заверяют, что будет еще другое соглашение, где Узбекистан обязуется не выставлять ограждений, погранпостов и прочее. Еще сосед якобы не будет самовольно перекрывать воду тому же Карасуйскому району. При этом Узбекистан не выполнил соглашение, подписанное при строительстве Кемпир-Абадского водохранилища. Вернемся к воспоминаниям и документам от Турдакуна Усубалиева. С сожалением вынуждены отметить, что бывшие руководители Узбекистана не выполнили свои обязательства перед Кыргызстаном. За 26 лет, с 65 по 91 годы, прошедшие после межреспубликанского соглашения по строительству Андижанского гидроузла, не построен ни левобережный Кемпир-Абадский канал, ни Сохское водохранилище. В результате остались неводообеспеченными свыше 25 тысяч гектар земель Ошской области. Если соглашение хорошее и мы получаем 19 тысяч земель взамен на земли Кемпир-Абада, то зачем властям устраивать весь этот ад? Арестовывать активистов, закрывать сайты, кошмарить граждан, ломать юрты, врать в конце концов. Обнародуйте протокол. Похвастайтесь своими дипломатическими достижениями. Но документы не показали даже депутатам, чего они боятся и на что они готовы пойти ради подписания этого соглашения. На этом все.